Барыгызга салям, дуслар. Сейчас буду подходить к студентам и задавать им вопросы про ифтары, про Рамадан, что они о нем знают. Руслан, вот зачем, как ты думаешь, нужны ифтары? Ну вот самое первое, наверное, то, что опять-таки все собираются, вот видятся. Второе, это, как сказал наш гость, духовное просвещение. Вот, я думаю, вот эти две главные задачи. Вот, собираются, духовно просвещаемся. Ага, я понял тебя. А так вообще все, наелся? Довольный? Довольны, в первую очередь, из-за того, что вот у нас хорошая компания, мы сидим и общаемся, делимся мнением, делимся каким-то эмоции, получаем такие вот добрые. Вот. Ну и, конечно, я наелся. Вкусно здесь кормят вообще? Вообще отлично. Что скажешь по поводу месяца Рамадан? Я вот решил поститься, честно. Для меня это первый месяц, и я думал, что будет сложно, на самом деле не очень так и сложно. Самое трудное время суток, для того, чтобы держать пост, то есть там днем, утро, вечер. Для меня лично труднее всего это проснуться на сухур и все, а вот как-то провести время, не питаясь, это не очень сложно, когда ты занят чем-то. Тимур, вот что ты скажешь тем, кто держит пост, что порекомендуешь есть именно на сухур? Сначала воду, финики, фрукты, постепенно не накидываться сразу на еду. И знать меру, наверное, все. И что пожелаешь тем, кто держит пост? Терпение. Что ты думаешь по поводу ифтаров? Как вообще сегодняшний ифтар прошел? Нравится ли тебе? Я считаю, что такие мероприятия нужно организовывать чаще именно для молодежи, потому что мы должны присваивать именно те ценности, которые предписаны именно в исламе. И именно вот такие мероприятия, как организация ифтаров, чтение дуа на них, это все к этому способствует. Хочу начать с комплимента. Сегодня ты очень красиво выглядишь. Тебе очень идет хиджаб, платок. Вообще, как еда вкусная? Да, очень вкусная. Биг Зурахмет, чай, Ты держишь пост? Сегодня, да, я впервые в этом году держала пост. Как ощущения, что скажешь? Прекрасно, поскольку я весь день занималась интересными делами, день прошел очень быстро, я даже не заметила, как село солнце. Ага, вот допустим, если ничем целый день не заниматься и ждать ифтара, время будет, мне кажется, медленно идти, да? Как Да, очень медленно, да, это правда. Поэтому во время поста нужно быть более активным. Как ты считаешь? Да, активно общаться с людьми, можно читать Коран даже, такими вещами заниматься полезными. А ты читаешь Коран? Читаю на татарском, немножко на арабском, но арабский я не знаю, поэтому на татарском. И что пожелаешь тем, кто держит пост? Опять-таки заниматься интересными делами. Как тебе компания, которая собралась здесь? Такая семейная обстановка, я бы сказал, очень хорошо. Приятные собеседники, в целом атмосфера хорошая, такая домашняя. Очень комфортно себя чувствуешь. Это очень замечательно. Что скажешь по поводу ифтаров? Зачем они нужны и как вообще прошел ифтар сегодняшний? Сегодня ифтар прошел очень интересно. Я считаю, что это очень, важное мероприятие для всех, потому что побольше сил, терпения, всем здоровья. Как дела, Тимур? Прекрасно. Вот сидим, общаемся. Ты наелся? Я сегодня перекушал первый раз в жизни. Живот ничего такой, полный стал. Да. Как вообще думаешь, пост, он полезен, либо не полезен? Что твое мнение? Думаю, что полезно, но в меру. То есть, если человеку противопоказано, то лучше не стоит. То есть, если вреда здоровью не причиняет, то можно без проблем? Да. Как ваши дела? Отлично, как у председателя татарского землячества МГУ. У меня все отлично, да. Твое отношение к посту? Нейтральное, естественно, дело каждого. И я, конечно же, поощряю тех, кто непосредственно постится. Поэтому я думаю, что в нынешнее время сейчас это особо актуально. У вас что-то на лице? Это не что-то на лице, это лицо такое. Это ваша красота. Как вообще проходит ифтар? Нравится здесь? Да, все нравится. Чай супер. Кушать тоже вкусный. Домой не хочется. Все, спасибо, Нана, удачи.
Вот сейчас я вижу прекрасную девушку по имени Алина, еще вижу другую тоже прекрасную девушку по имени Алина. Они сидят напротив друг друга. Хочу спросить, как у студентов-медиков, как они вообще относятся к посту? Полезно ли это с точки зрения здоровья? Думаю, да. Положительно. А почему? Ну, много систем, которые, я знаю, основаны на голоде для поддержания здоровья. Получается, твой ответ, то, что полезно, да? Алина, что скажешь ты? Я солидарна с мнением моей подружки. Вот, это очень полезно, потому что вырабатываются защитные клетки в организме. Вот, и голодание полезно для организма. То есть организм обновляется и рост клеток ускоряется. Как думаешь, это так? Да, я знаю, были исследования, что во время поста у людей появлялись стволовые клетки в большом количестве, так что это правда. Держишь ли ты пост? Да. Держишь? Молодец. Спасибо большое за интервью. Как твои дела? У меня все отлично. Когда увидел тебя, еще стало лучше. Взаимно. Что нового вообще? Давно не была в штабе, очень соскучилась. Рада всех видеть, рада со всеми поговорить. Как оценишь ифтар, который сегодня прошел? Я очень рада, что проводятся ифтары. Это был самый первый ифтар в этом месяце. Я очень рада была здесь присутствовать. И буду рада ходить на последующие ифтары. Какое значение он имеет? Ну, это сложный вопрос. Каждый выбирает сам для себя, во-первых, держит он пост или нет. А во-вторых, я думаю, это еще просветительская часть, когда Хазрат нас просвещает в некоторых вопросах, и это очень радостно. С вами был Марсель Максютов. Приятно было пообщаться с людьми, которые сидят, улыбаются. Увидел их улыбки, позадавал вопросы, на которые получил очень интересные ответы. Всем зур рахмат. Ошлар тамде булсын.